Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Жизнедеятельность граждан регламентирована законами и иными нормативно-правовыми актами. Нормативные акты принимаются на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальными органами власти. Надзор за законностью нормативных актов со стадии их проекта осуществляется органами прокуратуры. Как органы прокуратуры обеспечивают законность нормативных актов, что понимается под антикоррупционной экспертизой и где граждане могут узнать о наиболее значимых для них проектах, планируемых к принятию. Гостья студии Юлия Диадорова, старший помощник прокурора Якутии по взаимодействию с представительными, законодательными и исполнительными органами власти и органов местного самоуправления. Юлия Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Какими способами прокуратура обеспечивает законность нормативной правовой базы республики? Органы прокуратуры Республики Саха-Якутия участвуют в обеспечении законности правовой базы на практически всех этапах, начиная, как вы правильно сказали, с проектного этапа. В частности, мы проводим правовую и антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, равно как и органов государственной власти, так и органов местного самоуправления. Мы участвуем в заседаниях этих органов, на которых рассматриваются проекты, высказываем свое экспертное мнение о наличии, отсутствии в проектах каких-либо противоречий нормам федерального законодательства, коррупциогенных факторов. Также мы способствуем восполнению пробелов, имеющихся в правовой базе, путем разработки инициативных проектов. Прокуроры на местах, территориальные прокуроры разрабатывают проекты муниципальных правовых актов там, где они видят, что нормативное регулирование неполное, либо они оказываются действия органов местного самоуправления путем подготовки модельного акта, тогда, когда, например, меняется федеральное законодательство, и на территории всей республики надлежит привести в соответствие одну категорию правовых актов, разрабатывается один модельный проект и рассылается во все органы местного самоуправления. И на основании этого модельного акта, который прокуратура подготовила, муниципалитеты принимают свои акты. Таким образом, мы оказываем содействие в нормативном регулировании муниципальной правовой отношений на территории муниципальных образований. После того, как на проектном этапе мы такую экспертизу провели, после принятия также мы уже принятые правовые акты тоже подвергаем экспертизе. То есть у нас есть двойной этап проверки правовых актов. Какие правовые акты относятся к нормативным, в чем их отличие от ненормативных? Да, на сегодняшний день федеральное законодательство не дает четкого определения нормативного правового акта. Вместе с тем мы руководствуемся сложившейся за последние годы судебной практикой. Более подробно эти отношения прокомментированы в определении Верховного суда Российской Федерации номер 50 2018 года, где суд указывает, что наиболее характерными для нормативных правовых актов является их распространение в отношении неопределенного круга лиц и также расчет их использования на неопределенное время. Что такое правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов? Да, как я и сказала, что мы проводим и на проектном этапе, и после принятия, в частности, правовая экспертиза – это выявление противоречий нормам федерального, а если мы проводим проверку муниципального акта, то и регионального законодательства. Прокуроры исключают противоречия, например, когда регулируются общественные отношения на территории поселения. Вот, например, конституционная реформа проходила в прошлом году, очень масштабные изменения, вносились в федеральные законы. Прокуроры очень активно отработали этот этап, и на сегодняшний день муниципальная и республиканская правовая база максимально полно приведены в соответствие с вышестоящими нормативными актами. Что касается антикоррупционной экспертизы, то их таких коррупциогенных факторов множество. Наиболее часто прокуроры пресекают такие коррупциогенные факторы, как, например, принятие акта с превышением компетенций. Например, муниципалитеты не наделены на сегодняшний день полномочиями по, например, установлению административной ответственности. Прокуроры на местах выявляют такие проекты, и, изучая их, они составляют отрицательное заключение, тем самым пресекая издание незаконных актов и, соответственно, нарушение прав граждан после применения таких актов. Либо выявляются неполнота административных процедур в муниципальных и региональных актах, когда нет определенности
какое действие гражданин должен совершить последовательно, чтобы воспользоваться своим правом на получение, например, средств государственной поддержки, муниципальной поддержки. Бывают коррупциогенные факторы, связанные с установлением завышенных требований гражданам. Например, вот мы в текущем году пресекли факт установления на региональном уровне такого требования для начинающих сельхозтоваропроизводителей, как наличие у них опыта работы не менее 3 лет. При этом одним из других требований являлась их регистрация деятельности буквально в текущем году. То есть это одновременно содержало также внутренние противоречия. Наличие внутренних противоречий – это тоже один из видов коррупциогенных факторов. Поэтому большое изобилие факторов, которые могут нарушить права граждан и организаций, прокурорами пресекаются на проектном этапе. Ну вот, допустим, если какие-то противоречия выявлены, какие меры применяют в отношении таких? На проектном этапе мы составляем отрицательное заключение. В адрес инициатора проекта составляется письмо о том, что прокуратура изучен проект такой-то, и в нем, вопреки требованиям такого-то федерального закона или такого-то же республиканского закона, предусмотрено это, предлагаем исключить. Как правило, такие требования прокуратуры, предложения, они учитываются и муниципалитетами, и органами власти, поэтому на сегодняшний день фактов издания без учета предложений прокуратуры у нас на территории республики нет. После того, как акт уже принят, и мы выявляем эти факты уже в принятом акте, мы приносим на такие акты протест. Протест рассматривается, возможно, короткие сроки. В течение 10 дней прокурору предоставляется информация о принятых мерах. Если же на стадии протеста эти нарушения не устранены, то у нас есть право обратиться в суд. И уже в судебном порядке мы доказываем, что эта норма противоречит федеральному законодательству. Суд с нами соглашается, как правило, или же не соглашается. И уже в форме судебного решения орган власти, издавший этот акт, понуждается устранить эти нарушения. Ну а на стадии проекта как долго длится доработка, например, если прокуратура отправила? Четких сроков рассмотрения заключений нет, но, как правило, мы получаем проекты непосредственно перед их изданием. Это, как правило, недельный срок до издания, да, поэтому сроки оперативные, мы работаем очень мобильно. А какова практика? Вот, насколько много экспертиз проводят в течение года? Если взять цифры за всю республику, это и региональные акты, и муниципальные акты, то у нас порядка 8 тысяч ежегодно проектов изучают прокуроры. Если мы говорим о актах органов государственной власти Республики Саха-Якутия, высших органов государственной власти республики, то аппарат прокуратуры республики ежегодно проверяет порядка 1300 проектов, таких актов. А сколько из этих 8 тысяч, например, отправляется на доработку в В среднем? каждом 5-м случае. То есть каждый пятый случай отправляется на В каждом 5-м случае доработку? прокуроры пишут свои предложения, замечания и предлагают устранить имеющиеся противоречия либо нарушения. А на каком уровне? Это муниципальный, районный или республиканский уровень? Трудно сказать, потому что у нас эта цифра динамична. В текущем году, если мы берем 2021 год, то у нас в этом году сократилось количество противоречащих нормам федерального законодательства и региональных актов. Вместе с тем имеется динамика роста наличия таких противоречий на муниципальном уровне. Во многом это связано с тем, что в текущем году очень серьезно изменилась федеральная база, которая требует как раз-таки издания муниципальных правовых актов. То есть нормотворческая деятельность органов местного самоуправления в этом году весьма активно ведется, и прокуроры оказывают муниципалитетам своими советами, своими предложениями содействия в издании законных актов. Как граждане могут узнать о наиболее значимых для жизнедеятельности города или района проектах, нормативных актов, которые планируются к принятию? Федеральный законодатель предусматривает обязательное размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети интернет определенной категории правовых актов на стадии проекта. В частности, те проекты, которые внесены в представительный орган, они размещаются на сайте органа местного самоуправления. И любой гражданин может, зайдя на официальный сайт, найти вкладку «Нормативные правовые акты», внесенные в представительный орган, и увидеть, какие документы предстоит на ближайшей сессии, например, рассмотреть. Если у гражданина есть какие-то вопросы, он может обратиться к инициатору проекта с соответствующим запросом, либо предложением, либо может он ходатайствовать даже об участии в заседании сессии и задать вопросы на сессии непосредственно. Может ли гражданин сообщить в прокуратуру о принятии органами местного самоуправления или органами власти незаконных нормативных актов? Какие меры прокуратура может принять по таким обращениям граждан?
Конечно, с обращениями граждан мы работаем на постоянной основе. К нам обращаются граждане с абсолютно любыми вопросами, в том числе по вопросам несоответствия муниципальных, как правило, правовых актов действующему законодательству. Но если гражданин имеет какие-то вопросы по содержанию любой категории абсолютно, и федеральных законов, и региональных законов, и муниципальных правовых актов, да, органы прокуратуры Российской Федерации такие обращения рассматривают. У нас в каждой прокуратуре в Российской Федерации на территории Республики Саха-Якутия имеется интернет-приемная, имеется возможность также гражданину принести письменное обращение, опустить в ящик обращений и указать на конкретный нормативный правовой акт, который, по его мнению, нарушает его права и интересы. И в обязательном порядке прокуратура таким доводом дает полную оценку, принимает решение, либо оспаривает незаконное положение правового акта, либо разъясняет гражданину об отсутствии таких противоречий в письменной форме уже в установленный срок. А может быть, приведете какие-нибудь примеры каких-нибудь резонансных таких правовых актов, которые вызвали широкое обсуждение и, может быть, по которым приняты какие-то серьезные меры? Резонансные, ну, трудно сказать, что что-то есть у нас резонансное. У нас плановая работа ведется в Республике Саха-Якутия по нормативному регулированию. Да? Мы ведем мониторинг изменений федерального, регионального законодательства. У нас очень тесным образом налажено взаимодействие с органами власти, органами местного самоуправления. То есть прокуроры, увидев, промониторив федеральное законодательство и увидев необходимость регулирования на, например, муниципальном уровне либо региональном уровне, мы также направляем предложения в муниципалитеты, в органы власти о необходимости редактирования того или иного акта, совершенствования правовой базы в целом, когда требуется принять целый пласт нормативных актов. Да? И наши предложения органами власти учитываются. На сегодняшний день отклоненных таких предложений прокурорских нет. Вместе с тем, если мы видим, например, ежегодно мы изучаем проект бюджета, государственного бюджета, местного бюджета, да, если мы видим какую-то недофинансированность серьезную, которая может повлечь нарушение прав и свобод граждан, то мы, конечно, реагируем в форме предложения. Например, последний пример: на территории города Якутска таким образом прокуратура на проектной стадии добилась увеличения финансирования из местного бюджета довольно серьезных направлений социально значимых в сфере жилищных отношений. Более чем 60 миллионов было выделено дополнительно по предложению прокуратуры города Якутска. Ну, это действительно успешная практика получается, да? Юлия Леонидовна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе, ну и с наступающим Новым годом. Спасибо, взаимно. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.